Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, амма ба. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем братьям, если есть сестрам, которые зашли на наш маджлис, и всем тем, кто в дальнейшем, иншаллах, нас будет слушать и услышать нас. По григорианскому календарю сегодня у нас 18 июнь 2006 год, 2026 год. По хиджре, иншаллах, начался Новый год, с чем мы всех поздравляем, искренних мусульман. 3 Мухаррам, 1448 год. Пусть он будет благим для нас. Пусть ислам будет укрепляться, расширяться, распространяться. Делайте дуа, иншаллах, будем надеяться на это. Цели затрагиваемых тем, не был на эту тему, иншаллах, а мы решили продолжить вот эту тему. Это в первую очередь разоблачение вот того предательского пути под названием Ахмата, которые сегодня манкурты у нас на местах, на нашей родине, под управлением Кремля, навязывают ложные стереотипы нашей, в первую очередь, молодежи, и устраивает на этом свое заблуждение, свое предательство, оправдывая все, что они делают, и обвиняя всех искренних и честных рабов Аллаха, которые ушли в мир иной в большинстве своем, а некоторые еще остаются в этом мире. Касательно прошлого эфира, в начале этого хочу немного делать оговорку, как говорят по Фрейду. Там я в прошлом эфире сказал, что при финансовых разборках, что братьев Арсамаковых, Юнуса и Юсупа убил якобы на своей базе Адам Белимканов. Это была оговорка. По факту вот эта тема под руководством Рамзана Кадырова исполнялась непосредственно Сулимом Ямадаевым. Вот эти два брата Арсамаков, Юнус и Юсуф, они были убиты на базе Восток Сулимом Ямадаевым. Поэтому вот в прошлом эфире это была моя оговорка. В любом случае, считаю, что важно это уточнить, чтобы избежать ошибок и достоверности, исходящей от нас информации. Истина, правда в словах, в делах – это основа для мусульман, и, иншаллах, мы стараемся этому придерживаться. И мы видим, что в целом нашему народу, и в частности нашей молодежи, навязывает вот этот ложный стереотип человека, подтасовывая исторические факты. Прямо у нас на глазах мы видим, как из-под лица, из предателя делают героя и спасителя чеченского народа, спасателя пути Ахмада Кадырова, я имею в виду. В сути, когда ты начинаешь немного копать глубже, то обнаруживается по факту, что вот эти выдуманные герои сами по себе и не являются чеченцами по своим корням. А в большинстве своем, получается, это внедренные иноверцы, как вирус захватывает тело человека, то же самое внедренная эта каста людей, можно сказать, спецслужбами, как в прошлом,
при царской охранке и при настоящем, в большинстве своем, вот эти предатели, которые сегодня работают на Кремль, на наших врагов, против нашего народа, убивая, уничтожая наш народ, по факту получается, многие, большинство из этих людей, они корнями сами не чеченцы. Поэтому есть очень много доказательств, и даже взять любого из них пофамильно, поименно, можно копнуть и обнаружить, что там не все так гладко и чисто. Путь Ахмада Кадырова, вот, это тоже из той же серии. Мы видим, как из поколения в поколение, придумывая ложную биографию своим агентам, возводят их в ранг святых, и на основе вот этих небылиц и сказок пишут историю нашего народа. Это было в прошлом, это есть при нас в настоящем, и в дальнейшем они от этой политики не собираются ни отклоняться, ни уходить. В первую очередь вводят в заблуждение наших детей, воспитывая их на ценностях предательства и раболепия. Мы помним, как в начале 20 века возвышали именно вот таких предателей, как Орсу Чермоева, его сына Тапу Чермоева, Мазлаха Ушаева и других. Сегодня мы уже как бы сами являемся свидетелями, что вот предки Алхановых, Алаудиновых и многих им подобных, это то же самое и НКВДшники, стукачи, которые как бы поставлены над нашими народами, внедренные в нашу среду, и которые усердно работали на наших врагов. И сегодня, по факту, мы видим, как потомки вот этих внедренных несколько поколений назад людей, и те, которые, введенные в заблуждение, вот, пишущими вот этими небылицами и сказками, которые есть продавшие из нашего числа, есть воспитанные на этом заблуждении, они все вместе работают над тем и против тех, кто еще не забыл свою историю, своих предков, и по факту являются носителями вот наших ценностей, как в религии, в адатах, традициях. Алхамдулилля, меня радует одно, что когда вот мы слушаем вот это выдуманное вранье, бухтаны и рыбаты на наших героев, искажение нашей истории, алхамдулилля, я считаю, что, по крайней мере, у меня вот такое ощущение, это наоборот мобилизует нас и вдохновляет на борьбу вот с этими манкуртами, отстаивая истину. Как сказано в Коране, их убитые в аду, иншаллах, наши убитые будут в раю. Мы видим, какие средства и ресурсы тратит вот этот режим кремлевский, чтобы исказить истину. А мы как бы без всяких ресурсов, можно сказать, пару десяток людей в общем, которые на данном этапе находятся как бы за пределами нашей Родины, мухаджирами, мы как бы на цифрах, на датах, получается, опровергаем всю эту ложь. И, алхамдулилля, это дорогого стоит. Иншаллах, я считаю, что дальше будет больше таких людей, работа будет по возрастающей. И разоблачение каждого из вас – это реальность, раскрытие вашей сущности и ваших целей. И самое интересное вот во всей этой истории мы видим, уже являемся свидетелями, что вот те, кто обслуживали вот этих кафирских избранников, которых насаждали над нашими народами, нет разницы, чеченцы или другие народности Кавказа или других оккупированных мусульманских республик, то на кого бы
не делала ставка вот кафирская система, вокруг него как бы сколачивали группу единомышленников, которые как бы подпирали вот этого избранника. И впоследствии, когда вот это первое лицо уже как бы по сроку годности подлежало утилизации, то, как правило, все его окружение, вся его свита также утилизируется. Их убивают. И одно это доказывает, на чем строится вот этот путь и вот эта политика. Вот с какой целью все это делается, мы же опять тоже понимаем. Чтобы скрыть все те все то предательство, весь тот разврат, все те убийства и все, вот, которое тяжело принять для нормального человека, вот все те дела, которые совершались вот этим предательским кругом, иноверцами, внедренные в нашу среду, наши народы. Вот чтобы все это скрыть, вот тогда первое лицо отрабатывает свое. Вот как фильм снимают в главных ролях, если человек, он уже как бы свою роль отыграл, и, соответственно, у них получается, что вся его свита тоже как бы утилизируется, чтобы скрыть все его, скажем, предательскую сущность. Вот в прошлом эфире, в конце того эфира, я упомянул фамилию Музыкаева Аднана Абдуллаевича. Это также является соратником пути Ахмада Кадырова. Кстати, вот он, его брат как бы выставил, я его попросил, чтобы его показали нам на экране. Это, можно сказать, не просто соратник Кадырова, которого там Ахмад где-то нашел, помог, поднял. Нет, это человек Аднан Абдуллаевич Музыкаев. Абдуллаевич, отца, видимо, звали Абдуллаевич. Они вот такими святыми именами себя как бы называют. Он где-то с 59-го года рождения, уроженец села Мескирюрт, Чечено-Ингушской республики. Он является российским политическим и государственным деятелем, депутат Государственной Думы 5 и 6 созыва, член партии «Справедливая Россия». Там уйма у него там грамот, награждений, имеет благодарность президента Российской Федерации, благодарность там счетных палат, медаль за отвагу, за что-то там, взятие Казани, тысячелетия, не знаю. То есть у него там список, как у Адама Кадырова. Вот такие награды, послужной большой список. Вот. Аднана Абдуллаевича Музыкаева. Вот примерно такими кадрами окружают своих избранников, вот кафиры. Все это делается для того, чтобы этого человека учили, ограждали, направляли нужное русло. Вот дают ему как бы поддержку вот такие кадры сильные. Вот у пути Ахмада Кадырова как бы на первом плане можно так выделить в первую очередь Рудника Дудаева, который 30 лет работал на КГБ Советского Союза, потом и на ФСБ. Вот он был первым как бы инструктором пути Ахмада Кадырова, который сегодня как бы навязывает чеченскому народу как спасителя чеченского народа. Вот Аднан Музыкаев вот из этого же числа. И вот по факту получается, когда первое лицо в историю, и вот все его окружение приходится утилизировать, чтобы скрыть те преступления, развращения и унижения, через которые, можно сказать, проходят вот эти кандидаты, чтобы оказаться у власти первым номером, чтобы стать впереди всей вот этой
когорты предателей, чтобы оказаться первым из числа предателей. Вот Музыкаев Аднан один из таких, который имел, можно сказать, хорошее чутье и соответствующие связи, и очень много помогал Ахмаду Кадырову, как бы будучи в Москве. Вот он, когда началась зачистка, видимо, в силу своего ума или связей, вовремя успел слинять. И есть такие некие лица также. Иншаллах, их поименно каждого будем как бы вспоминать, наставлять. Может быть, какая-то польза в дальнейшем от них и будет. И я считаю, что вот такие люди, они же как бы спаслись, можно сказать, от преследования, от того, чтобы быть убитыми. Они должны сегодня как бы носить ясность из того прошлого, на чем вот строился путь Ахмада. Получается, такого близкого соратника пути Ахмада, его самого, получается, предали, кинули и вдобавок хотели утилизировать. Ну, на все предопределение Аллаха, ввиду того, что его жизнь в этом мире не закончилась, создались какие-то причины, и он остался живой. И сегодня как бы проживает уже за Российской Федерацией. И вот такие люди, пока у них есть возможность, он и ему подобные должны раскрывать сущность вот этого режима. Я так считаю. Искать хотя бы оправдание своим поступкам и заблуждению в прошлом. Хотя бы даже постараться сохранить репутацию для своих детей и потомков. Насколько я знаю, у него есть сын. Вот, пользуясь случаем, можно им посоветовать, чтобы они, если даже такие, как он, боятся сегодня открыто выступить, высказать, обнародовать вот этот путь Ахмада, всю его сущность, они могли бы сегодня записывать видео и аудиозаписи и как бы сохранить их до той поры, пока они как бы не уйдут в мир иной. И уже завещать своим детям, чтобы они обнародовали вот эти записи. В любом случае, вот, должна быть доступна для наших потомков, для нашего подрастающего поколения. Если они хоть немного боятся Аллаха и хотят хорошего для своего народа. Если боитесь обнародовать сейчас, то делайте наказ, чтобы их обнародовали после вашей смерти. Хоть в этом попытайтесь найти оправдание своему предательству, своему поведению в прошлом. Вот касательно опять Музыкаева, есть братья, которые непосредственно встречались с ним в Европе, разговаривали, и он охотно делился, собрали некоторые моменты из его истории. Иншаллах, обещали как бы отредактировать, подготовить и как бы предоставить нам в дальнейшем этот материал. Иншаллах, будем надеяться. Путь Ахмада, он, по сути, когда уже пахан Рамзана Путин как бы понял, что его можно уже как бы списывать, соответственно, собрав много причин в одном месте, предварительно заключив договор с его сыном Рамзаном, это факт, и ввиду того, что он, Путин, видел в Рамзане, что тот стремится к власти в самой Чечне и рабству Кремлю одновременно, что Рамзан как бы по всем критериям затмевал своего отца. И вот через, можно сказать, пройдя через кровь своего отца, через смерть своего отца, через смерть своего брата Зелимхана, который грозился якобы отомстить за отца, не знаю, насколько это достоверно, Рамзан как бы вот пришел вот к этой власти и оказался первым из числа предателей, можно сказать.
И, соответственно, до последнего своего вздоха он полностью принадлежит своему пахану Путину. Мы часто видим, вот, когда Рамзан клянется в разных таких комментариях Путину, и часто даже это случается, когда они встречаются, когда Путин приезжает или Путин его вызывает, когда мы видим, что Рамзан клянется, что он верный пехотинец Путина, мы вот видим, это надо как бы отслеживать и как бы анализировать. Путин хладнокровно и надменно отвечает: я знаю, Рамзан, ну, я знаю, мол, что ты преданный и пехотинец, мол, если даже не выговаривать, то мы понимаем, мол, типа, куда ты денешься, ты есть раб и холоп. Я более чем уверен, прежде чем вступить на эту должность, все процедуры посвящения Рамзан по кремлевским обычаям прошел. Без всякого сомнения. И когда уже впоследствии Рамзан по указанию ФСБ на преступлении пути Ахмата, Аднан Музыкаев также входил в этот список. Есть информация, что ему, как бы избежать этого вердикта, помог его односельчанин, по некоторой информации, дальний родственник, также предатель и убийца мусульман по кличке Бес. Многие старшие, я более чем уверен, слышали о нем. Вот якобы есть версия, что он предупредил Музыкаева об опасности, и Музыкаев как бы успел скрыться. Вот опять наш брат выставил этого беса вместе с Рамзаном Кадыровым. По данным он как бы проходит Беслан Исраилов, там у него несколько паспортных данных. Ну, вот этот Беслан Исраилов, его родные как бы данные. Само его вот погоняло бес, говорит о человеке, о его характере, о его нравственности. Как бы кличку тоже дают, исходя из каких-то качеств человека. Вот у него кличка Бес, который, можно сказать, умственно и идеологически близок с Рамзаном. После начала вот Второй войны, когда уже Рамзан начал рулить вокруг своего отца, и, соответственно, они уже тогда сблизились максимально. И уже когда Рамзан начал рулить, как он любит выражаться, то, соответственно, вот этот бес как бы стал его близким рабом и слугой. И по факту уже был перенаправлен в Москву, обеспечивая безопасность якобы Рамзана и его семьи, когда она находится в Москве. Был создан департамент при МВД Чечни по охране госчиновников от Чечни в Москве. То есть вот этот бес, он уже после начала Второй войны автоматически был уже как бы очень близок с Рамзаном и уже как бы, можно сказать, под контролем Адама Демельханова в Москве, можно сказать, исполнял все приказы самого Рамзана и в дальнейшем уже Адама. Бес вот этот также является выходцем из села Мескирюрт, вот, откуда сам родом Музыкаева Аднан. И многим старшим он как бы в прошлом знаком, как подлый убийца одного нашего брата, чеченца, который, можно сказать, был таким ярким героем Первой Чеченской войны. Они поссорились каким-то вопросом и кинули стрелку, и при личной встрече вот этот брат опустил вот этого беса, как бы поставил его на колени и как бы, видимо, довел до него, где ложь, а где истина. И впоследствии уже собрав на тот момент, уже перед началом Второй русско-чеченской войны, набрав
шакалов из числа тех, вот, которые окружали на тот момент Кадырова, Ахмата, Ямадаева и им подобным, они где-то более 10 человек устроили засаду по следованию вот этого брата, который был на машине, и с нескольких позиций в упор расстреляли его прямо в машине. И уже как бы став личным, можно сказать, рабом Рамзана, после власти, вот этот Беслан участвовал во многих убийствах и похищениях как мусульман, так и не мусульман в Москве. Этапировал похищенных неугодных людей Рамзану в саму Чечню. Есть также информация, что он был участником перевозки Атлангириева, Маулади, который также был убит Кадыровым, Шахбиева и других. То есть он как бы был таким близким соратником Кадырова, Рамзана. То есть получается, одних соратников Кадырова, Ахмада, тот же бес похищал и убивал по приказу Рамзана, а вот своего односельчанина, Аднана Музыкаева, спас, предупредив. По моим данным, на текущий момент как бы без отдел, хотя это неточная информация, требует проверки и как бы получается, если он действительно отстранен от дел, его как бы уже бросили как использованный инструмент. Но это еще, как я сказал, не точно подтвержденная информация. Иншаллах, в дальнейшем мы это уточним. А до последнего времени при своей работе, можно сказать, он жил президент Ателии, который, как мы знаем, также находится под контролем Адама Демильханова. Также я слышал, что без таком узком кругу несколько раз высказывал сожаление о своем прошлом, о том, что он связался вот с Рамзаном, видимо, когда уже остался неудел, мол, лучше бы я оставался кровником одного убитого эмира, чем палачом многих незнакомых якобы мне людей. То есть вот такие высказывания якобы исходили от беса. И можно со всей ответственностью сказать и бесу, и ему подобным, как только придет время утилизации Рамзана, соответственно, начнется и утилизация вот той окружений, которой себя окружал Рамзан, который поручал убийство, похищение, избиение людей. Соответственно, все игрушки Рамзана, все его инструменты также будут утилизироваться. Поэтому еще раз совет вам, лучше ищите запасные варианты, записывайте все, что вы делали, делать, может, это в дальнейшем в судный день, иншаллах, может быть, и вам зачтется, и люди узнают о тех пропавших без вести, о тех людей, которые сегодня сегодня числятся пропавшими, можно сказать. Вот даже на примере вот этих двух человек я как бы хотел показать, что вот тот путь Ахмата Кадырова, который сегодня при каждом сказанном слове подтверждается Ахмад Сила, путь Ахмата. Вот этот путь, он выстроен чисто на предательстве, на крови мусульман, на убийствах, на похищениях. И вот этот путь сегодня навязывается нам как что-то светлое, как будто это исходного Аллаха, что лучшего в этом мире ничего не было и быть не может. Вот из этой же истории опять я помнил за Хусейна Исаева. Он, мы помним, был убит, подорван вместе с Кадыровым. Как говорится, два в одном сразу убрали обоих.
Он на тот момент являлся председателем Госсовета вот этого виртуального государства кремлевского в Чечне. Можно сказать, вторая должность по иерархии на тот момент, это был второй человек как бы в республике. То есть его вместе с Кадыровым подорвал Путин, соответственно, Рамзан был в курсе, личный телохранитель своего отца на тот момент оставался в Москве, где гулял с путанами по факту, а отца как бы отправили на тот свет вместе с его замом, можно сказать. А вот брат этого Али Исаев, этого Хусейна, брат Али Исаев, он сегодня как бы обслуживает убийцу своего брата. Вот это есть путь Ахмада. То есть Исаева подрывают, убивают, а его младший брат Али Исаев отрабатывает и обслуживает убийцу своего брата. Но они это как бы умудряются или стараются оборачивать такой розовый фантик и преподносят как служению чеченскому народу. Вот при жизни вот этот Хусейн Исаев иногда как бы имел контакты вот с нашей стороной, вот со стороной сопротивления. То есть иногда доводил внутреннюю политическую информацию и так иногда, насколько я помню, дважды или 3 раза поддерживал так вот маленькими суммами вот, сопротивления нашей стороны в начале вот Второй войны, это вот 2003-2002 год. Вот. Ну, то есть старался оставлять тыл открытым, считая, что Россия еще как бы не утвердилась в Чечне. Неизвестно, в какую сторону еще все это обернется. То есть такой прагматиком был. Вот одна из такой информации, которая как бы пришла от Хусейна, это после очередного прилета Ахмата из Москвы, это было в апреле 2004 года, он как бы передавал, что у него был разговор с Кадыровым после его приезда. Ахмат был такой хмурый, обиженный такой, угрюмый. И на вопрос вот этого Хусейна, мол, что такое, почему такой примерно, невеселый, нерадостный, приехал с Москвы, как там, в Кремле, там, ну, начал его как бы задавать ему вопросы. А Кадыров в ответ, в Кремле вообще не ценят все, что мы здесь делаем. Абсолютно плевали они на нас во всех отношениях. Мол, Валлахи, я даже не знаю, что на нас выгоднее. Или оставаться под этим гнетом, или взять оружие и уйти в горы. То есть вот путь Ахмада, насколько он был преданным, лояльным вот этой системе кремлевской, и то он уже не выдерживал вот те нагрузки, которые возлагались на этих предателей. То есть у него появлялись мысли, что лучше уйти в горы, мол, дышать не дают, затягивают после каждого визита, мол, затягивают петлю все сильнее и туже. То есть вот это весь путь Ахмада. Можно сказать, 24/7 сегодня вешают со всех чайников, забивают мозги нашей молодежи. И вот уже как бы будучи самим свидетелем, который я сам наблюдал, сам следил, сам анализировал, хочу поделиться вот некоторыми приемами и методами кафиров и муртадов, как устанавливался вот этот путь Ахмада. Есть очень много подозрений и версий, что вот неспроста был выбрано село Хоси-Юрт, что не просто так был как бы сделан ударение, ставку на Ахмата, а таких предателей
у центра среди чеченцев было очень много. А вот в самом Хоси-Юрте, видимо, там исторически собрался или целенаправленно собрали целый кластер вот этих наш народ, нашу среду, агентов и предателей. Вот даже пофамильно сегодня, которые, можно сказать, находятся вокруг пути Ахмата, вот пофамильно Таймасхановый, Кадыровый, Насухановый, Асухановый, Альдибировый, Эдиловый, Весмурадовый, Цакаевый. Вот все эти люди, которые сегодня, они как бы выходцы из Хоси-Юрта. 100% могу утверждать, что они корнями не чеченцы. Там уже конкретно каждый пофамильно выходец или имеет какие-то внешние корни, надо разбираться по отдельности с каждым. Но в целом вот эти люди, они не принадлежат нашему народу. Потому что истинные чеченцы не будут убийцами своего народа, своих родных и братьев. Вот на примере взять того же Агуева Рустама, его брата убили русские, а он служит на русских, да? Вот Абдулкарима Эдилова убил племянник Кадырова, а его младший брат Валид Эдилов служит тому же Кадырову. Вот Хусейн Исаев был подорван Путиным, его младший брат Али Исаев служит Путину. То есть истинные чеченцы не могут так поступать. Мусульмане тем более не будут такими. Вот когда началась Вторая российско-чеченская война, вот в самом Хоси-Юрте, насколько у меня есть достоверная информация, ввиду того, что провел в самом Хоси-Юрте, будучи в плену, вот со слов очевидцев, участников, все это начиналось у них с призыва, мол, надо защитить наше село от федералов и от ваххабитов. Так как Ахмад в своем селе уже смог отравить уже в предвоенные годы разум многих сельчан, настраивая их против искренних мусульман и муминов, то вот цели ставились вот такие. Надо защитить наше село от федералов и ваххабитов. Оружие и деньги я найду. Видимо, никому не было интересно, примерно, откуда муфти найдет оружие и деньги, оставаясь независимым от федералов, от ваххабитов, как они любили называть мусульман, для того, чтобы защитить наше село. То есть внутренняя охрана села как бы состояла из самих хоси-юртовцев. А внешняя охрана, там 3 круга охраны было. Вот 2006, 2007 и 2008 год. Вот все эти 3 года, можно сказать, я изо дня в день слушал, наблюдал эту систему, которая выстроена каферами вот в этом селе. А внешняя охрана, она как бы состояла из бачи-юртовцев, это тоже село, которое прилегает к Хоси-Юрту, и алироевцев, тоже так же. На данном этапе уже Бачи-Юрт, Алирой и Хоси-Юрт, это уже, можно сказать, соединились 3 в одном. А вот этих бачи-юртовцев, алироевцев потихоньку уже как бы затягивали, расширяя зону своего влияния. Вот при мне дважды в день на тот момент вертолеты федералов Ми-24 день по 2 раза, 2 вертолета обязательно облетали Хоси-Юрт, делали круг над Хоси-Юртом. С утра где-то часов 10-11 и вечером часов 4-5. То есть, чтобы момент выбирали такое, чтобы максимальное число людей видело, что все находится под контролем федералов. В то время никто уже как бы не спит с утра,
И вечером тоже уже люди после работы, можно сказать, уже все в селе, как бы вот выбирали именно вот такое время. То есть контроль и страх. Вот это есть главное оружие вот этого пути. Валлахи, я сам очевидец, вот на протяжении 2 лет изо дня в день все это продолжалось одна в одну. Также был задействован очень сильным козырем являлся вот суфийский орден, который был также поставлен на работу под Кремль, заточен под Кремль. И 2 дня в неделю устраивали, можно сказать, вот эти зикры в Хоси-Юрте. И, валлахи, вот эти 2 дня, когда они приезжали, я помню, где-то ближе к 12 часам, потому что из глазницы примерно своей камеры я целыми днями только и наблюдал вот за въездом, за выходом из села примерно. 30-40 машин вот этих микроавтобусов выстраивались в очередь перед этим КПП. У них забирали телефоны, часы, все, что в карманах, они оставляли на этом КПП. Машины также оставались вне села и уже пешком запускали в село. А приезжали практически, можно сказать, самых отдаленных сел вот эти суфийские группы зикристов, да, а приезжали, что их притягивало? Денежные вознаграждения, которые раздавались. То как бы особенно рьяно выделялся, таким дарили даже машины. И вот после разрухи, после вот таких всех испытаний деньги потекли ручьем по Сиюрте. И вот на этом как бы строился путь Ахмада. Тех, кого удавалось обмануть деньгами, там, обещаниями и заманить на работу, впоследствии уже, можно сказать, за каждую мелочь избивали до полусмерти. Живя вот в своем селе, их месяцами не пускали домой. Ихние матери и жены, я сам свидетель, приходили к своим детям, к мужьям на работу в своем селе с бельем и одеждой, с трусами, с майками, со сменной формой одежды. Было много случаев, где сыновья, родители, там, отец с сыновьями вместе служили. Вот, били как сыновей при отце, так же и отца при сыновьях. Я сам вот был свидетелем вот таких случаев. И избивали до такой степени, что бывало, что эти молодые, можно сказать, пацаны на протяжении суток не приходили в себя даже. Я помню, было очень много случаев, когда стреляли себе в ноги, чтобы уволиться с работы. Их отвозили в больницу, если пуля застряла, вытаскивали пулю, перевязывали, будучи под наркозом. Бывало так, что если другие где-то там камеры у них забиты, они привозили вот этих людей ко мне в камеру, и там уже начинали их избивать. Особенно этим выделялся вот этот монгол по кличке Патриот. И бывало много случаев, когда я вот это делал на силу. Вы, субханаллах, вы что, скоты или что вы за люди примерно? Как вы все это терпите? Почему хотя бы не выедете в другую страну? Были те, которые выехали, нашли, вернули примерно. Яру, на крайний случай уедете, уходите в горы, Яру. Многие отвечали, если бы у нас был бы иман, чтобы уйти в горы, мы бы сюда на работу не устроились бы. То есть вот это путь Ахмада. Когда вот Кадыров летал в Махачкалу, с Махачкалы в Москву, потому что на тот момент с Грозного самолет не летал, а бывало, что по их же рассказам, дважды в неделю бывало его вызывали в Москву, приходилось летать, то вот от самого Хоси-Юрта выстраивали дозоры, можно сказать, до самого аэропорта, ну, до границы это строго с Хоси-Юртом. До границы Дагестана. 200 метров ставили по 3 человека дозор на
визуальную видимость. И, валлахи, вот главное, говорит, когда мы вот уходили вот на такую дежурство примерно, ну, главное, это, что для нас требовалось, это водка, сигареты, говорит, и вода, и легкая закуска, говорит. И вот нам по ящик водки, говорит, ставили, пока этот Ахмад поедет в Москву, пока он вернется, практически этот дозор не снимали, говорит. Вот по 3, по 4, по 5 суток мы вот на открытой местности и в дождь, и в снег, и в мороз, ну, бывали и на машинах, говорит, и там с одеждой таких проблем, говорит, не было. Вот как бы защищали вот это путь Ахмада. То есть я хочу сказать, что этот путь выстроен на крови, на поту простых мусульман. Сегодня нам преподносят что-то яркое, красивое, в таком розовом обертке примерно. Раньше, я помню, и другие об этом рассказывали, вот они с их слов, вот в начале этого пути Ахмада, к ним привозились машины всех моделей, это, видимо, сценарий ФСБ, там, допустим, 10-15 таблеток завозили Хоси-Юрт, там 10-15 Тайгу, Ниву завезли, там 99-х, семерок, там и других машин завозили, их как бы ставили вот эти ротные парки, их было 4 или 5, и, соответственно, вот первые люди, которые там набрали кое-как, 40-50 человек, деньгами, обманом, обещаниями. И вот этих людей, можно сказать, они как бы отрабатывали день, можно сказать, в окружающих селах примерно. То, как мы выезжали на таблетках, приезжаем назад, где-то кого-то взяли, или где-то выступили, или кого-то пугнули, приезжаем назад, говорит, ставим эти машины, говорит, садимся, пересаживаемся в другую модель, машин там 10 Ниву, и выезжаем уже в другое село. То есть уже слухи такие ходили, сколько их там много, там где-то 10 таблеток видели, здесь 10 Нив видели, здесь 10 99-х видели. То есть вот на таком обмане, вот на такой лжи выстроен вот этот путь. Мы помним, как по сей день вот нашу в прошлом власть обвиняют, что они все воровали, людям ничего не доставалось, нефть воровалась, продавалась и так далее и тому подобное. Хотя, можно сказать, в военный период, 3 года, неполных 3 года, вот, можно сказать, независимости, когда, по словам самого Степашина, в самой Чечне работало 40 тысяч агентов ФСБ, они имеют наглость, совесть предъявлять какие-то там обвинения нашему аппарату, нашему государству на тот момент. А вот я помню, когда вот они меня держали, что каждое утро, там у них где-то за Алироем была какая-то скважина, которая была передана в личное пользование Кадыровым. На тот момент, я помню, вот новые КАМАЗы, такими вот этими контейнерами для нефти, для солярки, для мазута, примерно, если я не ошибаюсь, их то ли 25 тонн, то ли 30 тонн. Ну, большие такие КАМАЗы, новые. Вот 5 машин каждое утро выезжало вот именно с Хоси-Юрта. И когда я задавал вопросы, примерно, это что новые такие крутые машины, примерно, они говорили, что это вот скважина, называли они его, если я не ошибаюсь, медвежья берлога. Это вот скважина, она в личное пользование Кадырову отдана на карманные расходы. Это получается 100 тонн нефти каждый день куда-то на частную, можно сказать, переработку или продажу. И это получается на чаевые. Вот как выставился путь Ахмада Кадырова.
Был у них там тоже в охране у Кадырова. Впоследствии они его убили. Я и раньше об этом рассказывал. Ката такой один парень, они его держали со мной в камере некоторое время. Потом вроде бы отпустили, насколько я слышал, опять посадили, потом забили до смерти из-за того, что он якобы где-то гульнул с путаной Кадырова. То есть вот с его слов я помню, вот минимальной зарплаты вот для новичков, говорит, когда вот устраивались на работу, говорит, это ну, $1500 на тот момент. Это идет война, разруха, народ истощен, работы нету, и мы можем себе представить $1500 человеку в месяц в своем селе просто как бы стать, охранять свое село, отдавались вот такие деньги. То есть вот это путь Ахмада. Если это был бы народный путь или путь ради нашей религии, ради нашего народа, то с какой целью примерно давались вот эти деньги? Дань со всех своих ставленников выбивалась унижениями и избиениями. Даже абсолютно не считались даже женщинами. Валлахи, были несколько раз случаев, при мне, я помню, в соседних камерах заводили таких интеллигентных, уже видных, статных женщин, избивали часами, стоны, крики, матерщина. Мол, почему в свое время, примерно, дань не уплатила, почему деньги не занесла, примерно. Вот это есть путь Ахмада. Проливали тех, кто не поддавался рабству, убивали, то есть. Сильных духом, слабых принуждали, унижали. Вот. Я более чем уверен, ни один себя уважающий чеченец, мусульманин, не станет следовать этому пути. Опять повторяюсь, вот эти люди, которые сегодня управляют нашим народом и окружают вот этот кластер, они в большинстве своем не принадлежат к народу Нохчи. Всех, кто хоть чем-то был не согласен с политикой Путина, пути вот этого Ахмата, в первую очередь выселялись с этого села, а несогласных выезжать принуждали силой и унижением. Вот это сами вот эти люди рассказывали. Вот в начале вот этого пути всех неблагонадежных, вот кто-то чуть-чуть не был тем, что делается, всех их, у некоторых были случаи, говорят, там, имея какие-то там репутации, родственные связи, их, говорят, еще им, говорят, заплатили, говорят, за участки, за дома, а многих просто силой, принуждением вынудили уехать с этого села, неблагонадежных. Вот сами вот эти люди, которые вот работали на этой системе, валлахи, они много раз мне признавались в том, что Ахмед говорит, если эта система каким-то образом перестанет существовать, если смена власти произойдет, то нас, имея в виду свое село, там, начиная с самого Кадырова, вы нас не достанете, говорит, нас вот близкие окружающие села нас просто растерзают. Ты даже не представляешь, скольких людей запытали и убили. Скольких людей убивали наездами кортежей, которые неслись на огромных скоростях просто из-за страха, что на них могут напасть. Я сам лично свидетель, а количество вот этой колонны кадыровской, она доходила до сотни машин. С мигалками, без мигалок, неслись на огромных скоростях. Пачи-юрти, вот в Ойсхаре было, при мне даже, с десяток случаев, когда они задавили людей, скотину. Вот это есть путь Ахмада. Вот касательно Джамадаевых, тоже такой момент хочу напомнить. Когда у них началась вот
ссора из-за власти примерно вот с Ямадаевыми, которые возвели, можно сказать, Кадырова на этот престол, спасли его, можно сказать, от многих бед. Вот когда уже пошла у них ссора, был такой случай, там вот есть видеоматериал, где где-то на трассе там произошла ссора между вот этим Бадиком и Рамзаном. Многие из нас видели вот эту видео файл. И когда уже после этого случая, я помню, я-то не понимал, ну, уже потом с их слов уже до меня дошло, примерно, в чем дело. Они окопали все это Хоси-Юрт, примерно, по всему периметру вырыли окопы. 2 недели, можно сказать, все оружие у них было на бруствере, ожидали нападений Ямадаевых на Хоси-Юрт, примерно. Вот в таком страхе они жили, примерно. Прямо в окопах даже многие там и питались, там же и в туалет ходили. Настолько вот были напуганы. Мне один рассказывал, что был такой случай, как Кадыров, Рамзан вызвал этого Демельханова Адама к себе, и когда тот где-то в Гудармесе уже при выезде, там уже гаишники все это дорогу перекрыли, видимо, там подъехал вот этот Бадик на своем Мерседесе. Его менты как бы тормозят примерно, мол, сейчас колонна проедет, ты подожди там туда-сюда. Ну, простые менты-то не понимают, не знают Ямадаева. И когда уже он остановился, и когда уже он видит, что колонна этого Адама выезжает, он как бы дал по газам и, короче, перекрыл дорогу вот этой машине, на котором ехал Демельханов, Адам. И как бы через окно ему, примерно, Адам как бы показывается через окно, что такое Бадик. Не Бадик, а Бадик, по имени он его называет. А этот Бадик ему говорит, ты что, перекрываешь дорогу, это по твоему указанию перекрыли, это я, получается, должен ждать, пока ты проедешь. А Адам ему говорит, валлахи, я не говорю, чтобы ты ждал, пока я проеду, примерно. Можешь проезжать, примерно. Ну, этот Бадик говорит, тогда это передай своим вот этим ментам, которые там стоят, чтобы они меня в дальнейшем не тормозили из-за того, что ты едешь, примерно. И дал, говорит, по газам, уехал, говорит. То есть вот на этих вещах, вот таких отношениях выстраивался вот этот путь. Валлахи, недалек тот день, когда вот эта система ваша придет к своему концу, и вы все начнете рыдать из-за своих деяний, из-за своих поступков, изрыгать все, что вы ели, арамное, и отказываться от всего того, что вы имеете, например, лишь бы спасти свою шкуру. Вот это и есть путь Ахмада. Кадыров Рамзан сам, продав своего отца, соучастник убийства своего отца, чтобы стать холопом Путина. Хамбиев, который сегодня там, можно сказать, стал кинозвездой у них, авианосец Кузнецов примерно, который при нашей власти считает, что он единственный министр обороны среди чеченцев во всей истории примерно. Он предал своего эмира, своего президента, сдался кафирам. Демельханов также сдал своего эмира Салмана Радуева, сдался кафирам, дослужился до той ситуации, в которой он сейчас находится. Тот же Даудов, мы и раньше об этом говорили, также сдал своих эмиров и сдался кафирам. Вот весь путь Ахмада состоит вот из таких поступков. И когда сегодня опять 24/7 нам стараются убедить нас и нашу молодежь, что весь этот путь усеян розами, цветами,
Аллахи, весь этот путь усеян предательством, кровью, пошлостью, развратом, пьянками, похищениями и всем тем, что запрещено в исламе. Вот на чем выстроен вот этот путь. Поэтому, иншаллах, как бы подводя к концу сегодняшний эфир, я еще раз призываю всех тех, кто сознательно или несознательно участвовал в этом и остался живым, эти люди должны носить свою лепту примерно, хотя бы, чтобы судный день можно было бы чем-то оправдаться за свои действия, за свои поступки. Нам, иншаллах, нам скрывать нечего, нам придумывать ничего не надо. Мы простые смертные рабы Аллаха, ни о чем не сожалеем, Аллахи. Нет таких поступков, чтобы обернуться и сожалеть о содеянном. У Аллахи нету. Поэтому, сколько бы вы там не троллили бы, не восхищались бы своим положением, своим путем, искренних мусульман вам не удастся обмануть. Аллах не даст вести в заблуждение своих рабов. Вот как бы так, Ламру, считаю, что можно на этом подытожить, чтобы не утомлять слушателей. Если хочешь, можешь добавить. Если нет, можем закруглить, завершить. Да, иншаллах, тогда Абу Хамз, дуа, да, наверное, тогда завершим на сегодня. Там по времени немного, небольшой эфир получился. Нет. Я говорю, нормально, эфир нормально. сегодня короткий получился, но объемный. Хайр, иншаллах. Учимся тогда, какие-то успехи тоже делаем. Аллахи, пусть Аллах наставит нас, всех искренних братьев и сестер, на прямой путь, укрепить наш иман и сделает нас покорными рабами Аллаха. Пусть Аллах освободит всех наших братьев и сестер, наших алимов, шейхов, которые находятся, томятся в тюрьмах кафиров, муртадов. Пусть Аллах поможет всем тем мусульманам, которые сегодня ведут войну во всех частях мира. Особенно это мы видим сегодня в Палестине, где этот народ находится в тяжелейшей ситуации. Пусть Аллах поможет, пусть Аллах укрепит искренних мусульман. Пусть Аллах дарует победу своим рабам на прямом пути. Пусть Аллах нас объединит, укрепит, сделает ближе друг к другу. Иншаллах, пусть этот год будет благим для нас всех. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.